Приветствуем вас, Хибла. Здравствуйте. Спасибо большое, что вы у нас. Кстати говоря, вы первая гостья в новой студии Абаза ТВ. Это новая Это студия? новая Ой, как студия, приятно. поэтому хочу вас поприветствовать на нашем родном абхазском «Бзела Шаабет». Табулдара. Это «Бзела». Спасибо большое. Снапы бзю, как говорится. Мы знаем. Ваш фестиваль, который вы проводите ежегодно в Абхазии, для жителей Абхазии, для гостей республики. Безусловно, это большой праздник, это большое счастье, соприкасаются с великой музыкой. Для нас, для нашей телекомпании это праздник вдвойне, потому что у нас есть вот такая уникальная возможность по завершению этого фестиваля пообщаться с вами вот в такой, можно сказать, камерной обстановке. Спасибо вам большое за это. Ну, мне кажется, что у нас исторически так сложилось, что мы после фестиваля обязательно беседуем с вами. Мне очень приятно, я очень люблю Абаза ТВ. У вас есть очень много материала в нашем фестивале, обо мне, а с вами всегда приятно пообщаться. Спасибо. Я вас очень люблю. Давайте поговорим, наверное, об итогах 23-го фестиваля. Ну, он, в принципе, только-только завершился. Может быть, пока рано подводить какие-то итоги, но я думаю, что главные эмоции вы, как хозяйка фестиваля, как главный, наверное, организатор, да, этого музыкального действа, уже получили. Поэтому с какими эмоциями вы уедете из Абхазии? Я из Абхазии всегда уезжаю очень наполненной, с такой открытой душой для того, чтобы дальше вернуться на следующий год. В этом году фестиваль был очень сильным, мощным, в принципе, как и всегда. Но в этом году мы в честь Владислава Григорьевича Артенко сделали красивое очень открытие. Денис Мацуев, мой друг большой, изумительный пианист, приехал, и Антон Гришанин за пультом, и МГАСО, прекрасный оркестр, который звучит и с нами очень дружит много лет, и Игорь Головатенко, солист Большого театра, мой коллега. Мне думается, что открытие было грандиозным, и салют, который я люблю, конечно, и музыка, и вся программа, она соткана из любви и добра. Да. Вот это той академической музыки, которую я каждый год привожу сюда. У нас программы не повторяются, и 2500 людей. Они приезжают специально, приходят на эту площадь слушать, приходят со своими стульчиками. Это так трогательно, когда ты стоишь на сцене и наблюдаешь за тем, что людям негде сесть, и они приходят со стульчиками для того, чтобы посидеть и послушать прекрасную музыку. Денис играл концерт Рахманинова, второй это впервые. И есть какие-то эксклюзивные вещи, которыми я очень дорожу. И, конечно же, мои лауреаты второго конкурса абсолютно талантливейшие, красивые молодые люди, у которых все впереди. И мне очень приятно, что они очень хотели приехать на мою родину. Вот у подножья Пицунского храма спеть и начать вот этот тур большой. 20 городов у нас будет в рамках нашего фестиваля. Если говорить об открытии, о Да. первом концерте, я думаю, что нельзя не сказать и об Евгении Князеве, да, который открыл со своим красивым художественным словом, таким мощным, да, атмосферным, я бы сказала. Он задавал как бы тон всему Евгений Владимирович концерту. большой мой друг, он очень любит Абхазию, он народный артист Абхазии. Для меня очень важно было, чтобы он выступил именно с художественным словом. Он ведь был не ведущий концерта, он был на сцене как прекрасный, изумительный актер, которого мы любим, и держал художественное слово, и рассказал немного историю нашего фестиваля. Да, конечно. Если говорить о втором концерте, вы немного сказали, это лауреаты и финалисты вашего конкурса, тоже именного, да, международного конкурса вокалистов и концертмейстеров, который вы проводите в Москве. Молодые, в общем, начинающие свой путь музыканты, вы привезли их в Пицунду. Я думаю, что это символично, что именно там они Да. выступали, как когда-то вы, Мгм. правда же, да, начинали петь именно в Пицунском храме. Какие главные эмоции они получили? Что они говорят вам? Мне кажется, что они были такими счастливыми, и они видели, как я трепетно отношусь к Пицунскому храму, как отношусь вот к той сцене и к каждому камню у Пицунского храма. Э,
Был очень красивый концерт с прекрасной, очень серьезной большой программой, с прекрасной музыкой. Ну, вы практически уже наставница, правда же, для них? Но Можно я так сказать? стараюсь, Такая путеводная звезда, можно сказать. Именной конкурс, конечно, это наставничество, и лауреаты, когда рядом с тобой лауреаты, конечно, это наставничество. Конечно, хочется с ними поделиться вот тем, что у тебя есть, какими-то секретами. И, конечно, они впитывают в себя, как губка, все интересное. Я абсолютно уверена, что у них вот этот трамплин из Пицунского храма, он очень силен. Потому что энергия, конечно, Пицунды, а так как Пицунда это всегда для меня, это как для маленькой Хиблы Герзмава, которая родилась у Пицунского храма, это всегда был центр музыкальной культуры этой страны. И мне думается, что они это знают и очень чтут. Такое начало, я думаю, очень их тоже наполняет, правда же? У Обогащает. них большой тур в рамках фестиваля, 20 городов по России. И я вижу, как они с трепетом к этому относятся, как они готовились к этому концерту, как они готовили дуэты, как мы тщательно, трепетно подходили к каждому произведению. Это воспитание, это культурное воспитание и музыкальное воспитание. И Да, это воспитанники да, российской музыкальной да, школы, правда? Так как и да, вы, да. в общем-то. И многие, кстати говоря, молодые музыканты сегодня из Абхазии тоже продолжают свою работу в России, правда же? Это очень приятно, да. Учебу, работу. А как вы вообще оцениваете сегодняшнее состояние российской музыкальной школы? Но мне кажется, что российская школа, она самая сильная, особенно вокальная школа. Понятно, что у нас есть итальянская школа, великолепная, изумительная, но российская школа всегда была сильнейшей. И испокон веков наши русские певцы открывали и закрывали прекрасные фестивали и открытия оперных театров, и до сих пор поют главные партии на главных сценах оперных, да, мира. Конечно, это гордость. Я уверена в том, что русская вокальная школа, она сильнейшая. Хибла, если говорить о третьем концерте, который состоялся Да. у Ведийского храма, Ведийского собора, ну, на этот раз было трио Янай, вы впервые с ними выступали, был Лука Гаделия с органом, был трубач. Что важно для вас было? Для меня этот концерт молебен. И второй год вот эти все трудности, которые есть в организации этого концерта, они м, почти не чувствуются потом, когда уже стоишь на этой сцене. Мы придумали новую сцену, мы придумали орган, и мне хотелось, я, кстати, давно об этом думала, мне хотелось привести малый орган для того, чтобы там прозвучала органная музыка, органные звуки и обязательно труба. Мне казалось, песни о скале и о Ордын, и все наши абхазские исторические песни с сочетанием трубы и органа — это великолепие. И мне очень хотелось, чтобы наш народ, который собирает, там очень много людей было, мне очень приятно за этим наблюдать, была полнейшая тишина, они сидели и слушали музыку, и им не хотелось, чтобы заканчивался этот концерт. И наше прекрасное трио ребят, которые изумительно поют, и я абсолютно купалась в этой музыке. Наконец-то я была в своей стихии, попела в многоголосие с нашими ребятами, и я получила колоссальное удовольствие. Мы продолжим это обязательно. Я надеюсь, что у нас будет и в Москве такой концерт. Мне очень нравится, как они звучат. Они звучат очень аутентично в старинной абхазской музыке. И мы, конечно же, сделали аранжировки. Я специально за этим проследила, и аранжировки были специально сделаны для этого концерта. Мы очень тщательно подготовились к этому молебну, я бы сказала так. И, конечно, Бедийский храм, X век, и история Абхазии. а, это вот эти корни, которые мы чтим. Это есть внутри, да. Да. Я очень счастлива, что красивый концерт Мгм. получился. Хибла, а вот это ваша работа совместная, да, над этим концертом, но трио здесь,
вы все-таки большей частью в Москве. Как она происходила? Приготовили программу в Москве. Я придумала название песен, которые я хотела бы с ними спеть, и мы подготовили аранжировки. Специальный человек в Москве сделал. Конечно же, мы взяли те исторические абхазские песни, которые прекрасно звучат многоголосно. Да. Хибла, ну, завершен 23-й фестиваль, точнее его абхазская часть, да? Но дальше вы продолжите выступление. Я очень счастлива, что у нас, еще раз повторюсь, географически настолько расширен наш фестиваль, и за ним следят. И, конечно, у нас будет масса концертов и за рубежом, и по России. В рамках фестиваля мы 15 октября с маэстро Спиваковым, я рада, что он приезжает с информом. Мы к 80-летию Победы сделали замечательную, потрясающую, очень трогательную программу «Песни военных лет». Маэстро сделал специальные аранжировки для своего оркестра. И когда я пою эти песни, он за пультом плачет. Вот эти вот наполненные глаза. И мы будем в Сочи, и я, конечно же, не могла не привезти эту программу в Абхазию к себе на родину, и мы с удовольствием будем слушать этот концерт 15 октября, так что приходите. Спасибо большое. Впереди 24-й и совсем скоро уже 25-й фестиваль, да? Такая тоже серьезная будет Да. дата. Какие-то, может быть, наметили уже перспективы для... Яночка, мне так сложно говорить про планы. Мне все время хочется вот как-то закрыть их в душе, и чтобы они там проработались. М, Я знаю, что будет грандиозно. 25-летие я придумаю что-то невероятно грандиозное. Не хочу об этом пока говорить, но наш фестиваль, он соткан из изумительной музыки и прекрасной программы, очень интересной для зрителей, которые специально приезжают или просто для нашего народа. Я все это учитываю. Хибла, вот в эти фестивальные дни вы говорили о планах по открытию концертного зала в Мгм. Сухуми. Вы можете как-то приоткрыть завесу, чуть подробнее сказать Я об этом? все же много лет мечтаю о том, что в Абхазии у нас должен быть прекрасный концертный зал. Полузакрытый, быть может, трансформер какой-то, но концертный зал должен быть. У нас есть некоторые мысли об этом, и мы работаем над тем, чтобы у нас все это получилось. Это сложно, но я надеюсь, что вот сейчас ситуация у нас немного поменялась в стране. И я надеюсь, что вот, моя российская часть и абхазская моя часть, они как-то соединятся, и все-таки мы обязательно придем к такому тандему, что у нас будет все-таки концертный зал. Я очень надеюсь на это. Ну, планируется его открыть в столице, да, Абхазии? У нас есть несколько вариантов, посмотрим, как будет. Да. Вообще, конечно, в столице было бы замечательно. Конечно же, наш фестиваль– это большая поддержка. И наши большие друзья, наши меценаты, и Андрей Дудко, с которым я когда-то начинала, и Николай Ачба, и Важа Чачба, великие мои Савы Морозовы, я их называю, президентский фонд культурных инициатив. Им очень интересно, что у нас происходит на фестивале. И мне очень приятно, что у нас есть вот такая глобальная большая поддержка. Конечно же, правительство Республики Абхазия, Министерство культуры Абхазии и Министерство культуры России. Еще об одной теме хочу поговорить, вообще о музыкальной традиции в Абхазии. М, Кстати говоря, вот Денис Мацуев в одном из своих интервью говорит о том, что наряду с буквой и цифрой ребенка обязательно надо учить ноте. Да. Что вы об этом думаете? Я абсолютно уверена в том, что детей нужно учить музыке. Они развиваются по-другому, они слышат по-другому и учатся по-другому, иначе учатся. Они более объемно мыслят, и музыка дает то развитие, которое должно быть у детей. Они более организованы, они более собраны. У них мозг работает иначе. Они читают иначе. Это доказано. И я абсолютно уверена в том, что обязательно должны быть музыкальные школы.
А так как народ у нас очень музыкальный, я уверена, что есть очень талантливые детишечки, которых нужно поддержать. Потому что я очень счастлива, я очень благодарна своим родителям за то, что они когда-то увидели во мне вот этот потенциал и поддержали. Они ведь могли, ну, просто сделать так, чтобы я закончила, например, просто музыкальную школу. Но вот это рвение к музыке, это надо увидеть, это надо почувствовать, потому что по ребенку сразу видно. И я абсолютно уверена в том, что музыкальные школы нужны. Даже если нет какой-то возможности ходить в музыкальные школы, у нас в семье, например, всегда была учительница по музыке, которая могла прийти домой и позаниматься с нами. Вот это обязательно нужно. И И благополучно музыка, и питается, да. музыка. Дома нужно обязательно слушать классическую музыку. Как вы считаете, а если нет, скажем, ну, особенного какого-то дарования, да, таланта у ребенка, нужно заниматься музыкой? Неважно, даже если, мало слуха у ребенка, даже если он не очень поет, но за рояль и за пианино его усадить нужно, чтобы он знал грамоту, чтобы он мог, по ноткам что-то сыграть, чтобы он понимал, что клавиши, они интересные. Как-то соединить музыку, рояль и ребенка для того, чтобы неважно, рояль, скрипка. Может быть, наверное, скрипку сложно, потому что сначала нужна маленькая скрипочка для ребенка, потом дальше они же растут. Мне кажется, как раз рояль это вот тот инструмент, которым должен пользоваться каждый ребенок, уметь пользоваться, хотя бы что-нибудь наиграть, хотя бы на слух. У нас в музыкальной школе мы учились по-разному, и у нас, была какая-то часть специальности, где мы подбирали что-то на слух. Неважно какую песенку, любую детскую, может быть, какую-то народную песню или эстрадную, но ребенок должен сесть за инструмент и попробовать наиграть. Ну, вообще музыкальная грамота, учиться ей не так легко на самом деле, да. И здесь вот как бы мнения разнятся. Кто-то считает, что заставлять надо, а кто-то говорит, что нет, все-таки не надо. Но для меня музыка- это, высшая математика. Если серьезно заниматься музыкой, это нужно иметь очень хорошую голову. И организованность обязательно, и рвение к музыке, да. В какой-то степени, на каком-то этапе мальчишек, например, да, немного нужно заставить. Я думаю, что девочек особо заставлять не нужно, а вот мальчишек, которые хотят, например, в большей степени побегать, футбол погонять, да, немножко нужно. И не нужно это часами. Это можно полчаса ребенка усадить, немножко направить его, чтобы заинтересовать. Вот. Но звуки рояля должны быть. Спасибо. Спасибо большое.